Мы говорили о пресс-релизах, да? Пресс-релизах бывает побольше фактов, деталей, информации, вводных для формирования новости. Доходчиво, лаконично и оперативно. Как формировать информационный релиз наставников РДДМ учит журналист с большим опытом из Дагестана. Исрафил Исрафилов за профессиональную карьеру успел поработать на различных должностях. Корреспондент информагентства, работник телевидения и военкор. Все эти направления журналистики он знает от А до Я. В последнее время Исрафил ведет несколько информпабликов в социальных сетях. И своим опытом он охотно делится. У меня сегодня уникальная аудитория была, это учителя. Я читал лекции учителям, Я попытался дать им информацию о том, как правильно доносить информацию до своих читателей. Поделился разными методами, поделился пособиями, которые им в дальнейшем пригодятся. Образовательный тренинг организаторы поделили на 3 площадки. Во второй аудитории психолог из КБР Жанетта Тапасханова. Она рассказала наставникам, как найти общий язык с подопечными, заинтересовать их в чем-либо, помогать развивать способности. Также поделилась про способы и методы взаимодействия с участниками РДДМ. Для работы с молодежью важно быть гибким и уметь адаптироваться под сегодняшние реалии. Вы со мной согласны, да? Потому что вот как учителя вы должны помнить, как вы начинали, середину пути и сегодня. Без гибкости никуда. Мир меняется, молодежь меняется, восприятие их и восприятие мира ими меняется. Объединили нас общие проблемы какие-то здесь, узнали, познакомились с новыми людьми, узнали, как делать проекты, как их составлять. Очень понравился доступный материал, как она объяснила, чем мотивировать нашу молодежь. В соседней аудитории говорили о целях, ценностях и функционале наставников и участников движения. Вы для этих детей являетесь примером, вы для них являетесь центром каких-то знаний, аккумулирования знаний. Получается, что наставник — это такая смесь мамы и учителя. Ну, такой в идеальной пропорции. Вот, без розг и палок, да, а вот такая идеальная пропорция знаний, наставничества, заботы, любви, внимания. Услышали различные лекции, услышали много разных мнений, поделились опытом работы. Конечно, такие встречи очень познавательные, содержательные. Даже было предложение, чтобы такие встречи продолжать и дальше. Российское движение детей и молодежи «Движение первых» было основано в 2022 году при поддержке президента России Владимира Путина. Главная задача – это создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации детей и молодежи по самым разным направлениям. Мы в процессе своей деятельности в школах сталкиваемся с той проблемой, что какие-то актуальные задачи спускаются сверху, и мы должны аккумулировать их и давать по ним решения. Соответственно, когда возникают какие-то проблемы, мы по срокам не успеваем, поэтому вот эти задачи в кооперации решили тут обсудить, решить, озвучить проблемы и прийти к общему мнению, где нужно решать вот эти намеченные цели по воспитанию наших детей. Образование, наука, труд, профессия и свое дело, культура и искусство. РДДМ разделено на 14 направлений. На сегодня к всероссийскому движению подключились все 89 регионов России. В Ингушетии свыше 11 участников и около 180 наставников, по одному на каждое образовательное учреждение региона. Все они пройдут образовательные лекции за 2 дня. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев. Новости 24.